В следующем созыве я бы хотел видеть Мирлана Дженчуроева, Джанара Акаева, Наталью Никитенко, Мирлана Бакирова и еще десятка-два коллег, которые бы работали в парламенте. Об этом сообщил экс-депутат Джугурку Кенеша Искак Масали. По его мнению, большинство из перечисленных молоды и энергичны. Экс-парламентарий нам, что в стране каждый день идет рост зараженных, но вместо решения этой проблемы один из депутатов предлагает посадить Манаса и Канакея на коня. Более глобальной проблемы в стране нет. Это уровень депутата, которого больше волнует расположение памятника, чем чрезвычайное положение в стране. Стыдно за них, заключил Искак Масалиев. Просим вас на основании статьи 149 Уголовного кодекса Кыргызской Республики начать досудебное производство в отношении депутатов Джугурку Кенеша, голосовавших за принятие закона о манипулировании информацией 25 июня 2020 года на заседании Джугурку Кенеша. По признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 320 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, за злоупотребление должностным положением, согласно которому использование должностным лицом, занимающим ответственное положение своего служебного положения вопреки интересам службы, причинившее умышленный либо по неосторожности значительный вред, который наказывает лишением свободы 4 категорий с лишением права занимать определенные должности, либо заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Не справился с управлением. Угонщик врезался в дерево на украденном авто. Сегодня ночью на автодороге Каракол-Пристань произошло ДТП. Подробности сообщили в УВД Иссык-Кульской области. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков должен отклонить недавно предложенный законопроект, который ознаменует серьезный шаг к ограничению свободы прессы в стране. Об этом заявил Комитет по защите журналистов. Правительство Кыргызстана не отвечает стандартам борьбы с торговлей людьми. Правительство Кыргызской Республики не в полной мере отвечает минимальным стандартам по искоренению торговли людьми, однако прилагает значительные усилия в этом направлении. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США о торговле людьми. Балакчинский городской суд признал виновным 28-летнего превышения власти. Об этом указывается в приговоре суда. Подсудимый в деле об избиении солдата-пограничника признан виновным. По версии следствия, капитан войсковой части, увидев, что рядовой спит на посту, завел его в свой кабинет. Когда солдат нагнулся, офицер ткнул его в глаз. В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал вину. Терпевший сообщил, что претензий к обвиняемому не имеет. Судебно-медицинская экспертиза показала, что у рядового глазная контузия. Ему нанесен легкий вред здоровью. Накануне поздно вечером парламент Кыргызстана проголосовал за скандальный законопроект о манипулировании информацией. Он, напомним, инициирован членом фракции ОНГ «Прогресс» Гульшат Асылбаевой и членом фракции СДБК Айнурой Усмоновой. Плевок в свободу слова. Депутаты приняли закон о манипулировании информацией. Общественность и эксперты считают, что закон угрожает свободе слова. Это не первая попытка представителей власти ввести в Кыргызстане цензуру.